Так, я должна была еще рассказать. Вот эту вот тему заставить. Короче, был такой запрос от клиента, и, в принципе, это не первый раз. Смотрите, люди с хасиетом, мы в основном, мы вообще стараемся своих не лечить. Не чистить, не лечить, не открывать дорогу и так далее. Единственное, есть, конечно, емделик, то есть лечение, да, можем еще. Но при этом это должен человек прям конкретно полностью вам повиноваться. Что плохого в близких и в родственниках? Дело в том, что вы нас видели обычными людьми, и для вас нету веры в наши силы. Это очень мешает. Вы иногда начинаете посмеиваться, вы позволяете себе не выполнять то, что вам сказано. То есть все вот эти пункты. Вот такое. То есть мы своих стараемся отправлять к другим бахсалар. Так, теперь, там была такая история, что получается, мужчина, у него больной ребенок, по-моему, аутизм или ДЦП, ну что-то вот из этой темы. У него есть сестра, у которой есть хасиет. Ей открыли, но она им не пользуется. Теперь смотрите, вы так думаете, что если вот человек, у него открыли, ему открыли хасиет, он должен все, хасиет открылся, все, он может прям лечить. Нет, ребята, не так. Мы этому учимся, годами учатся, кто-то десятилетиями учится, у кого как получается. Если, тем более, когда такое сложное заболевание, и когда суть в том, что это по крови, то есть это получается, я вам еще раз говорила, тема аутизма, это идет со стороны отца обычно, а это получается ее род. ДЦП, я вам говорила, это в основном идет, когда порча сделается на мать, либо супруга, либо на обоих супругов, то есть мать и отца ребенка. И во время беременности ребенок ловит. То есть это порча перед беременностью, либо во время беременности, либо во время родов, и ребенок ловит. Там первые дни ребенка. То есть помните, потому что ДЦП это вот получается. Потом есть еще, помните, атрофия мышцы, то есть вот такие какие-то заболевания, которые включаются вдруг. То есть у ребенка не было этого, а потом у него буквально там в первый год жизни включается что-то. Это то, что порча идет, делается специально там на разлуку, на остуду, еще какие-то там разные штуки. Аутизм это идет и уже во время, как бы вам сказать, это по крови идет тема. Эта тема идет генетическая, и тема зачастую от семени отца. Семя отца это получается род отца, а в основном вина. То есть когда получается, либо сам отец, либо его родители, либо предки туда дальше, которые накосячили, и вот ребенок это получает. Тут в первую очередь, когда аутизм, мы все стараемся брать мать, просто потому что там идет тема пуповины, и поэтому все делаем через мать. Но вот сейчас я смотрю, когда у ребенка аутизм, нужно отца отрабатывать по полной. То есть отец должен пройти через чистку такую болевую, очень болевую. Скажем так, короче, не скажем никак. В общем, это обязательство отца, его родителей, его бабушек, дедушек. Если вот в вашей семье есть ребенок аутизм, значит, в первую очередь должен отработаться отец и его родители. Вот так. Ну, просто у нас не отец, конечно, отец себя не винит, и родители тем более себя не винят, у нас всегда виновата мать, да. Поэтому и единственные, кто приходит на эту чистку, матери. То есть они за своих детей готовы на все. В общем, теперь давайте вернемся. Это сложное заболевание. Если еще и получается, что это по твоей же крови, то вообще тут каша мала начинается. Там можно запутаться во всем этом и все свое скинуть ребенку, понимаете? Когда у тебя хасиет, вы же не забывайте, что люди с хасиетом, мы берем вашу грязь. Вы, получается, сколько у меня? 2 недели назад, какого там 15-16 числа у меня были чистки, и я настолько, как это сказать, я просто попалась на тяжелого клиента. Нога буквально отказала, но я уже должна была выйти, а потом у меня еще одни выходные, я опять на чистку, и вот добила ногу, и теперь ходить мне больно. Короче, я вся такая больная, разбитая. Вообще ничего не могу, все болит. Пожаловалась вам, да? Вот это вот все надо теперь пережить, вылечить, вытащить из себя, сил уже нету.
Так, там получается, если человек только открыл свой кассиет, и вы ему пихаете такое тяжелое заболевание, там можно такого натворить, что мало не покажется. Грязь, которую собрал ваш род, ну, то есть получается, вот я не знаю, этот мужчина услышит меня или нет, ваша сестра, даже не чища, не принимая людей, она собирает грязь с других. Просто это наша особенность. Для того, чтобы научиться не собирать грязь, надо учиться этому всему. Вот. И если она сейчас пойдет к вашему ребенку, не понимая в энергиях, не понимая обряды, не умея ничего это делать, без опыта, она такого там сделает, она вашему ребенку просто нечаянно может скинуть все, либо вообще полностью за все будете отвечать всей семьей, все дети полетят. Короче, тема кассиет — это очень сложная вещь. Если человек с кассиетом, то есть ему открыли, он открылся, и у него нет опыта, он не делает обряды, он не понимает, как течет энергия, он не понимает, откуда идет заболевание, он не видит еще сущности джиннов, шайтанов. Нельзя идти к нему с тяжелыми заболеваниями, с темой порчи. Это не шутки. Вам поэтому сестра и отказывает. А вы еще пытаетесь, вы еще на нее обижаетесь и там в грудь бьете, что она якобы такая сякая, не хочет лечить вашего ребенка, даже попытаться лечить. Она потому и не пытается, потому что знает, что последствия могут быть очень жесткие. Сказать вам ничего не может, а вы никак не понимаете. Еще раз говорю. Люди с кассетом, мы люди с кассетом. Своих не лечим, не чистим, мы их отправляем к другим. Это первое. Второе, если человек только открылся, и у него нету ни опыта, ни ничего, с такими серьезными заболеваниями, с такими серьезными случаями не залазят. Понятно? Это может быть только тема материнства, когда мать своего ребенка вытаскивает. То есть у матери открылся кассиет, у нее больной ребенок, тогда здесь уже она может что-то делать. Но когда это тетя, там дядя, нет, бабушка родная, если может еще вытащить, там двоюродные, там племянники и так далее, не получится, не выйдет никак. Как-то так.